утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре среда, 29 декабря, последняя среда этого года. И это утро с вами встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Друзья, сегодня мы пообщаемся о глобальном проекте «Кындыкан» и узнаем, почему о нем важно знать якутянам. Также мы посетим московскую усадьбу Деда Мороза и посмотрим его обновленный теремок. Ну, а я в одном из сюжетов расскажу, как по правилам привезти елочку из леса. Кроме этого, мы узнаем, кто такие дети Алмазного края. И узнаем, как же прошла премьера грандиозного ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Друзья, мы напоминаем, что мы работаем с вами в прямом эфире. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, как проходит ваша последняя неделя уходящего года, подвели ли вы уже итоги, не подвели ли они вас, ну а также поздравляйте своих родных и близких с приближающимися праздниками. Ну а сейчас самое время узнать о погоде за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 48 градусов. В центральных районах в это утро минус 45, минус 49. В заречной группе 44,51 ниже 0, а в южных в это утро в Нерингре минус 33, минус 36 в Алдане. В Вилюйской группе 33-35 градусов мороза, а в Нижнеленских 25 в Жиганске, минус 49 в Сангаре. В западных минус 28, минус 30, в Колымо-Дигирской группе Улусов минус 34, минус 51 в Янских, 26-47 градусов мороза. На северо-западе 20-26, со Скалахи минус 21. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 48 градусов ниже 0, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Штиль. В течение дня преимущественно без осадков. Туман. Ветер северо-западный подует с порывами от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем 42-44 градуса мороза. Но уходящий год был богат на юбилейные даты. В этом году главное учебное заведение республики, Якутский госуниверситет, ныне Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова, отметил 65-летие со дня образования. О первом ректоре университета Авксентии Егоровиче Мординове и в нашей еженедельной рубрике «Год науки и технологий». Авксентий Егорович Мординов родился 23 февраля 1910 года в Усть-Амгинском наследии Такинского УС. Все мы знаем то, что в 1934 году на базе существовавшего, скажем, среднего учебного заведения был открыт Якутский педагогический институт, который являлся первым высшим учебным заведением на территории республики. В 1956 году, когда уже назрела необходимость в создании уже еще более высокопрофилированных научных и педагогических кадров, то есть для того, чтобы развивать в нашей республике промышленность, на базе Якутского педагогического института открывается и Якутский государственный университет. И Авксентий Егорович Мординов был удостоен этой высокой чести возглавить первый университет Якутии, и на этой должности он проработал примерно 2,5 года, до 1959 года. Учитывая то, что Авксентий Егорович является первым доктором наук из народа Саха и вообще первым доктором наук по философии из Якутии, конечно же, он высокое внимание уделял духовному развитию студентов в этом университете. И эти традиции впоследствии продолжились, и они, можно сказать, крепятся и по сей день. За это короткое время он смог достичь очень многого. Конечно же, Авксентий Егорович известен не только как ученый, но и в том числе он переводил труды многих русских классиков, в том числе того же самого Чехова, Короленко. И даже после окончания работы ректором в Государственном университете он активно участвовал в общественной жизни, участвовал в работе всесоюзных общественных организаций, в различных советских комитетах.
Был в том числе и депутатом Верховного Совета Якутской ССР, избирался в состав Якутского горкома партии. И можно сказать, что его жизнь является для нас ярким примером непоколебимости. Это мы говорим о тех событиях, которые проходили в 30-40-е годы. И, конечно же, высокий уровень профессионализма. Человек, который именно смог заложить основы для еще более интенсивного развития высшего образования в республике. На этом мы заканчиваем наш цикл передач, посвященных Году науки. И в следующем году у нас уже начинается новая рубрика, посвященная столетию Якутской АССР. Мы продолжаем наш эфир с очень интересной новости. Добытый Алроса алмаз назвали в честь героини эвенкийского фольклора. По легенде, 200 лет назад якутские охотники нашли чудом выжившую девочку Кындыкан на родовом стойбище, все жители которого умерли от оспы. Имя героини получил желто-коричневый алмаз массой более 91 карата. Его добыли в 2021 году на одном из рассыпных месторождений в Оленёкском районе Якутии. И сейчас у нас в студии гость Маргарита Попова, автор проекта и потомок Кындыкан. Маргарита, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Кындыкан считается символом стойкости и силы духа коренных малочисленных народов Севера. В честь нее назвали как раз-таки тот самый проект по привлечению внимания общественности к проблеме КМНС. Да, совершенно верно. Кындыкан в первую очередь является той маленькой девочкой эвенской, которая выжила в стойбище и которая силой и мужеством олицетворяет сейчас наши северные народы. И в первую очередь то, что назвали алмаз Кындыкан, это первая наша большая победа всех неравнодушных энтузиастов, потому что мы сделали феномен. От смелой идеи, всего лишь мечты, мы пришли к тому результату, что Кындыкан – это народный этнический бренд, который создали мы все вместе. Скажите, а вот в чем суть глобального самого проекта Кындыкан? Руслан является частью истории, как и все остальные, потому что Кындыкан – это целая вселенная. Кындыкан – это не только сказка или только мультик. Через призму этого персонажа, через этот бренд мы обращаем внимание мира на хрупкость Севера, на его традиции, на его культуру, как Север важен и как важны его народы. За пределами нашей республики как уже отнеслись к этому проекту, как его восприняли? Стоит отметить, что мы сделали это все в рекордно короткие сроки. Сейчас у нас сегодня декабрь. В прошлый раз я была у вас здесь в апреле, когда был такой некий как бы лунный хайп, да? И тогда мне говорили, что это всего лишь как бы хайп, это всего лишь популизм, это некий как бы полет на Луну. И вот за это время, только за этот промежуток, за 9 месяцев родилась целая вселенная. Мы не только сказку, 4 экспедиции оцифровали, даже привезли в стойбище интернет. Да? Презентация у нас была за пределами, нас знают о Кындыкан далеко за пределами Якутии, не только в России. У нас даже состоялась в университете Лос-Анджелеса, UCLA, презентация этим летом для преподавателей, для студентов. Кындыкан расширяется, и все это главное не только усилиями нас, это с благословения наших предков. Без этого бы никак не произошло во имя сохранения их заветов. Кындыкан нужна миру, и самое удивительное здесь еще то, что она появилась в пандемию, в год пандемии. А история эта произошла 200 лет назад, тоже в такую трагическую пандемию, оспа, когда уносила целые народы, целые поселения. И эта история не идентичная, просто здесь вот именно некий такой, не то что собирательный, она действительно реальная история. Это моя прабабушка, которая жила 200 лет назад, она похоронена, да, это живущий как бы такой настоящий персонаж, но через нее мы олицетворяем все народы Севера и Арктики. А какие проекты входят именно в Кындыкан? Чем они интересны? Например, вот у нас состоялось в Тополиное, ездил у нас Руслан Ачиров. Первое, да, вот это 2020 год, пандемия, и выезжает целая команда самых креативных людей, чтобы познакомиться с бытом, да, с эвенским, с настоящим стойбищем, и потом произвести вот такие творческие продукты. Это наша вторая тоже поездка в Тампонский район, в оленеводческий поселок Эвенский Тополиное, где мы создали после этого вот такой фотопроект вместе с Сергеем Шариным.
в поисках Кындыкан. Очень В этом колоритные календаре такие фотографии, вот, Да. действительно, они прям Это передают лица, характер. оленеводов, лица севера настоящих, да, вот, потомков, тех, кто занимается сейчас до сих пор своим традиционным делом. И здесь в этом календаре наименование месяцев и обозначение месяцев, как обозначали раньше ЭВН. Март — это Эври Эйчен, Да. да? Локоть Да. левой руки. Да, обозначение там было вот от макушки, получается, до кончика пальцев. Это правая сторона первое полугодие, и левая сторона это второе полугодие. Например, наш клип «Киджи», который просто выстрелил и распространился далеко за Якутиями, стал абсолютным хитом, первым хитом с севера. И вот у нас музыкальный календарь, посвященный. Вот. Он еще и с Но песней. это только такие итоговые продукты. Вот, можете тоже посмотреть. И самое главное, Какие красивые да, девушки. последняя наша экспедиция — сюжет с Ильей Варламовым. Это мы в феврале побывали в стойбище Осикат в Аймиконском районе. Уже осенью мы приехали туда с Александром Мазуровым, основателем Russian Explorers, да, тоже известным фотоблогером, в то же стойбище Осикат в Аймиконского района, Алексея Соколова, и привезли интернет, потому что первый приезд, когда это был февраль, и мы еще абсолютно, даже если бы нам сказали, что вот я буду здесь сидеть, подводить наши итоги невероятные, да, этого года, что Кындыкан будет назван, например, Алмаз, и в целом как бы вот эта история, я бы тогда не поверила. И тогда вот наши в будущем уже самые верные друзья, Алексей Соколов и его как бы вот оленеводы, которые в стойбище, они сказали, что самое главное, это им ничего не надо, у них все хорошо, как бы. Но важен очень интернет, как бы вообще в целом связь, потому что это оторванность, да, это единственная связь. И осенью мы уже привезли им интернет с бесплатным годовым тарифом от компании Amtel Связь. И в последующем у нас в рамках нашего проекта мы планируем дальше вот эту деятельность. У нас уже будет образовательный. Мы сейчас создали сказку Кындыкан, потому что самое главное — это солнце в нашей вселенной. Благодаря рождению этой сказки у нас сейчас мультик, в целом как бы персонаж, он появился, родился. Спасибо. Вот. Спасибо вам здорово. большое. Мы желаем вам Да. реализации ваших проектов. Ну, мы И, сейчас пользуясь случаем, я прошу прощения, сегодня у моего отца юбилей, он потомок Кындыкан, от него я услышала эту историю. Василий Афанасьевич Попов, сегодня тебя с 75-летием, мой родной папа. Спасибо. Ну, а мы прерываемся на небольшую паузу и далее продолжим эфир. Доброе утро, друзья! Все, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутия», прямо сейчас к нам присоединилась Кристина Якупова с последними и актуальными новостями. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Тур в Аймиконский район, дыхание Северной Земли, путешествие на полюс холода и маршрут БАМ от Байкала до океана, охватывающий труднодоступные места республики, стали победителями всероссийского проекта «Открой свою Россию». Семидневный тур путешествия на полюс холода предлагает посетить царство вечной мерзлоты и комплекс Чичур-Муран в Якутске, резиденцию Чисхана в поселке Аймикон, искупаться в ручье Шаман при температуре ниже 50 градусов и преодолеть один из наиболее узких и опасных горных участков федеральной дороги Колыма-Черный Прижим, проходящий по скале над рекой Восточная Хандыга. Другой туристический маршрут БАМ от Байкала до океана представляет собой путешествие на вагонах по удаленным районам Сибири и Дальнего Востока. Все победители всероссийского проекта получат поддержку Агентства стратегических инициатив, Ростуризма, Корпорации Туризм РФ и партнеров конкурса. С 1 января следующего года жители арктической зоны республики, независимо от возраста, смогут летать до Якутска и обратно по субсидированным билетам. Из республиканского бюджета будет возмещаться до 60% от стоимости билетов. В настоящее время в программе участвуют авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии». По новому механизму субсидирования ограничения снимаются не только по возрасту пассажиров, но и по сезонности авиаперелетов. Теперь авиабилеты для жителей арктических районов
будут доступны круглый год. Также увеличивается квота на борт с 2 мест до 10 и выше. Программа становится адресной, и такие билеты будут доступны для жителей с пропиской в определенном арктическом районе. Розовый фламинго Гриша, которого обнаружили на территории Чендинского месторождения в Ленском районе, в ноябре переедет в Красноярский парк флоры и фауны Роев-Ручей. В заповеднике имеются все необходимые условия для проживания экзотической птицы. Сейчас фламинго чувствует себя хорошо, его поместили в отдельное от других птиц теплое помещение, питается рыбным фаршем и сухим кормом из опарышей, а по утрам тертой морковью. Отметим, что зоопарк в Красноярске является одним из крупнейших в России, а его зоологическая коллекция самая значительная по числу представленных видов среди учреждений Урала, Сибири и Дальнего Востока. Там обитают свыше 7 тысяч представителей фауны, 730 видов. Общая площадь парка составляет 4000 квадратных метров, площадь экспозиции – 1500 квадратных метров. 11 новых медицинских мобильных комплексов на базе КАМАЗов передали больницам республики. Глава ИСН Николаев торжественно вручил ключи главным врачам районов. Автомобили с повышенной проходимостью были закуплены в рамках национального проекта здравоохранения. Общая стоимость транспорта составила 235 миллионов рублей. Передвижные мобильные комплексы предназначены для оказания медицинской помощи, проведения профилактических осмотров и диспансеризации жителей малонаселенных и труднодоступных территорий. Техника оснащена всем необходимым медицинским оборудованием. Есть тонометр, электрокардиограф, автоматический анализатор гемоглобина, глюкозы, холестерина, весы с ростомером и не только. Компьютеризированное рабочее место позволит заполнять все необходимые медицинские документы в электронном виде и отправлять в общую базу данных. Также данные медицинские комплексы будут использоваться во время пожароопасного сезона и во время проведения паводка, потому что у нас есть зоны подтопляемые, и некоторые населенные пункты вот как раз таки могут быть под угрозой оказаться. И на данных медицинских комплексах мы сможем развернуть медицинский пункт и оказывать как экстренную, так и неотложную медицинскую помощь на базе как раз таки этого вездехода. Вот, и сможем пробраться в любую точку нашего улуса для оказания медицинской помощи нашему населению. Друзья, ну что, мы рады всех приветствовать на телеканалах Якутия-24 НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире, и одно из сообщений поступило сейчас на наш WhatsApp номер. Уважаемую коллегу, жителя поселка Зырянка Верхнеколымского района Шишкину Татьяну Гавриловну сердечно поздравляют с наступающим Новым годом и с новосельем. Вот, наконец, получили долгожданную новую квартиру, а это для человека огромная радость. Вы своим многолетним трудом заслужили этого. Мы, бывшие работники Почты России, а также соседи, проживавшие рядом с вами в городе Среднеколымске, очень рады этому памятному событию. Здоровья, долголетия, счастья желаем вам. Из Среднеколымска Виталий Явловский и соседи по улице Николаева. Вот такое дружное поздравление. Действительно, очень хорошее поздравление. И встречать Новый год в новой квартире – это прям вдвойне приятно. Когда тебя еще твои коллеги и друзья поздравляют, это прям топ-1, можно сказать. Ну а Деду Морозу тоже в этом году повезло, потому что он уже получил свой новогодний подарок. К Новому году отремонтировали его московскую усадьбу. Обновили терема, интерьеры, создали новую программу. Гости увидят, как идет подготовка и отправка подарков, где живет Снегурочка и чем занимается Дед Мороз летом. Теперь усадьба будет открыта круглый год. В списке моих желаний одно из самых главных – встретить Новый год именно в резиденции Деда Мороза, нашего в Великом Устюге. Круто. Ну, а скажи, ты уже поставила елочку дома? Да, конечно. У тебя искусственная или натуральная? Ну, искусственная, потому что у меня, во-первых, дома есть домашние животные, которые любят поиграть и с игрушками, и с елками, поэтому это более безопасно, ну и более долговечно. Ну, а в этом году я решил узнать, как по правилам привезти новогоднее дерево из леса.
Друзья, всех поздравляем с наступающим Новым годом. И, конечно, главным символом всех новогодних праздников является не только Дед Мороз, Снегурочка, но а также елочка. Какую елочку можно приобрести для встречи Нового года? Можно, конечно, взять искусственную елку, в этом ничего сложного нет. Но я вам расскажу, как по правилам, как правильно принести елочку из леса. В городе Якутске нужно подъехать по адресу Пионерская, 9, в 9-й кабинет с паспортом и оформить разрешение на вырубку елочки. Для оформления вам требуется только паспорт гражданина Российской Федерации и, соответственно, сумма, зависящая от того, сколько и какую елку, сосну вы хотите срубить. Маганская, значит, это получается будет по Вилюйскому. По Вилюйскому тракту? Да, по Вилюйскому будет. Ага. То есть у нас подразделяются по лесничествам, допустим, у меня Мархинская, у меня, например, будет это все за Маганом, вот, которую я говорил вот, по линии газопровода, за Маганом. И получается Шестаковская, это в районе Владимировки, это по Покровскому тракту. И по Покровскому тракту много сосны растет. Обычно люди все там берут. Да? В стороне, да. То есть я выбрал Вилюйский тракт, как бы, но там есть шанс найти. Ну, там есть шанс, да, но в районе Владимировки побольше будет. Так, ну что, значит, подводим итоги. Было заплачено меньше 100 рублей, 75, по-моему, рублей. Это дает право срубить сосну, потому что ели у нас не растут. Сосну к Новому году в количестве одной штуки высотой от 1 до 2 метров. Это можно делать только на тросиках, либо на газопроводах, то есть без захода в лес. И если ваше, например, в моем случае выдано разрешение на территорию Маганской, то есть я срубаю сосну только на Вилюйском тракте. Поездка в лес за новогодней сосной сама по себе является неким интересным предновогодним событием. Начать даже с дороги. В эти 50-градусные морозы в Якутске стоит густой туман. Выезжая, например, на Вилюйский тракт, вы через несколько минут попадаете в ясный солнечный день. Солнце радует нас, поднимая настроение. Но нужно быть осторожным. Солнце светит, но не греет. Обязательно тепло оденьтесь и возьмите с собой все необходимое. Так, аккуратненько. Все. Ну что, сделали мы сразу два хороших дела. Во-первых, на Новый год дома будет красивое, натуральное новогоднее дерево, в нашем случае сосна. А во-вторых, мы расчистили часть газопровода, который, в принципе, то есть облегчили задачу для лесничих. Ну что, сейчас привяжем к автомобилю и поедем в город. Что уже, кажется, на бороде сосульки. Ставить живое дерево лучше подальше от батареи. Перед установкой нужно отпилить нижнюю часть ствола примерно 2-3 см. Также можно снять кору с нижних 10 см ствола. Насыпаем в ведро песок и наливаем воду. Можно сделать особый раствор. В воду положить чайную ложку сахара и 1 таблетку аспирина. Воду надо доливать периодически по мере выпивания растением. Песок постоянно должен быть влажным. Если вы выполните все эти советы, новогодняя сосна будет долго вас радовать своей натуральной красотой, даря атмосферу настоящего праздника. Действительно, атмосфера появилась сразу. Да. Мне кажется, запахами вот этими, когда вот это все распускается, прям еще больше хочется украшать квартиру, наряжать ее, готовиться ко встрече Нового года. А вот в Москве появились очень даже веселые снеговики. Добрые и мультяшные снеговики отлично заряжают всех москвичей и гостей столицы новогодним настроением. Веселые пухляши задорно спускаются с горки, играют в хоккей и катаются на коньках. Особенно полюбились они детям, которые подходили и обнимали снеговиков. Никто из деток не пострадал, не замерз и не был прикован к снеговикам. А что касается елок, то самые большие ели высотой около 25 метров в этом году установлены на Лубянской, Славянской площадях и на Поклонной горе.
Ну а в Ленске детская библиотека провела новогодние утренники для детей совершенно бесплатно. А навстречу волшебным приключениям отправилась наша коллега Анна Кожевникова. В эти предновогодние дни в детской библиотеке читатели попадают в волшебный мир сказки. Герой Морозко предстают перед малышами, словно сойдя со страниц книги. Начались новогодние утренники, которые мы поставили по мотивам русских народных сказок, зарубежной литературы. У нас есть и Морозко с Марфуткой, и Гринч из зарубежной литературы. Утренники проводим мы 3 утренника в день. По предварительной записи ребятишки к нам приходят. И все эти праздники проходят совершенно бесплатно. По сценарию сначала дети встречаются с Марфушкой, которая, как и в сюжете сказки, выступает в роли отрицательного персонажа. Главный же герой Морозко пытается перевоспитать строптивую девицу вместе с гостями праздника. И им это удается. Марфушка не только сама исправилась, но и привела друга. Не в России, он живет далеко за рубежом, но он такой же злой, как и я раньше была. Он всех сердит, он всем мешает, и еще он все время ворует Рождество. Гринч. Дети с удовольствием путешествуют из одного сказочного зала в другой. Во время праздника Снегурочка, Елочка и Морозко играют со школьниками в веселые конкурсы и забавы, проводят увлекательный флешмоб. А также сотрудники библиотеки используют современные технологии во время игр и викторин. Здесь задействованы такие интерактивные элементы, как панель и пол. Дети пребывают в восторге. Мне понравилось, что Грин нам, он повернулся, и мы побежали в другую комнату какую-то, где там елка стоит. Мне понравилось, что там снежки мы кидали, и там мы паузу ставили, и там мы еще снежинки передавали. Мне все понравилось. То, что подарки подарили, и сказка мне понравилась. Такие красочные и яркие мероприятия школьники посещают с удовольствием. Они становятся все более актуальны, к тому же в наше сложное время, обостренное отсутствием детских развлечений в связи с пандемией. Низкий поклон и большая благодарность всем сотрудникам библиотеки. Такие замечательные мероприятия проводят, развлекают наших деток. Дети с удовольствием ходят в библиотеку, и мы частенько посещаем различные мероприятия, которые проводят сотрудники библиотеки. Ну а Морозко, Марфушка и Гринч встречают новых гостей, с которыми снова будут перевоспитываться и ждать чудес от Нового года, как и все дети в канун этого волшебного праздника. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Прекрасное событие в городе Ленске. Для маленьких ленчан. Да, нужно поблагодарить детскую библиотеку. Ну, а у нас также поступило еще пару сообщений, поздравлений. Первое поступило для нас Полины. Поздравляет нас с наступающим Новым годом. Большое спасибо. Очень приятно. И второе, желают доброго утра и хотят поздравить всех родных с новым 2022 годом. Мама, бабушка, поселок Эльдикан. Я думаю, там все поймут, кого поздравили. Мы с удовольствием присоединяемся ко всем вот этим поздравлениям. Тем более, что, как у нас говорят, Новый год – это праздник семейный. А когда собирается вся семья, начинается нарезка салатов. Ну и вообще после новогодние праздники – это та самая пора, когда у вас на завтрак вместо яичницы обычно оливье. Да, и как... Скоро Новый год – любимый праздник взрослых и детей. По давней традиции его принято встречать в кругу семьи за праздничным новогодним столом. Но о здоровье и о фигуре в эти дни забывать не стоит. Именно поэтому необходимо знать и помнить о мерах по профилактике пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. С пищей могут передаваться возбудители острых кишечных инфекций, сальмонеллы, эшерихи, yersinia, шигеллы, возбудители дизентерии, ротавирусы, вирус гриппа А и многие другие. Также в продуктах или блюдах при несоблюдении условий и сроков хранения могут накапливаться токсины различных микроорганизмов. Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, в первую очередь заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса, котлеты, рулеты, паштеты, студень и холодец. Для того, чтобы встретить Новый год, не навредив своему здоровью, нужно соблюдать простые рекомендации.
Приобретайте продукты с учетом сроков годности, условий для хранения, объема потребления семьей. Полуфабрикаты и изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке, а пирожные с кремом, торты храните только в холодильнике. Не стоит покупать с рук продукты домашнего приготовления, различные консервы, сушеные грибы, рыбу, сало домашнего копчения. Есть риск серьезно отравиться и, что еще хуже, стать жертвой тяжелого заболевания ботулизма. Салаты и изделия из рубленого мяса, студень, готовые в домашних условиях в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Не стоит резать салат впрок, не заправляйте всю порцию салата сразу. Если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо прокипятить или прожарить. Не увлекайтесь количеством блюд. Смешиваясь, продукты плохо усваиваются. Пусть их будет немного, но они будут полезными, вкусными и оригинальными. Избежать проблем с пищеварением и негативных последствий приема алкоголя помогут несколько советов. Соблюдайте режим питания, избегайте еды всухомятку, перекусов сладостями, чипсов, сухариками. Ограничьте объемы пищи в вечернее время, поможет компенсировать переедание во время праздников. Соблюдайте очередность употребления блюд. Съедайте сначала салат, а затем более сытные вторые блюда и горячие. Попробуйте заменить шоколад фруктами. Пейте воду и фруктовые соки вместо алкоголя. Если употребляете алкоголь, то приобретайте его только в торговых предприятиях, имеющих лицензию на его продажу. Не смешивайте различные виды алкоголя. Следуя этим несложным рекомендациям, вы получите новогодние праздники только позитивные эмоции и отличные воспоминания. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. В эфире программа «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Друзья, если вы сейчас смотрите нас, например, на кухне, посмотрите на свою микроволновую печь, потому что в 2022 году она отметит свой 60-летний юбилей. Да, действительно, микроволновая печь, СВ-печь, как ее по-другому называют, она значительно облегчила жизнь для нас, для всех, для многих. Но для того, чтобы быть ей благодарным за ее ежедневный труд, который мы, может быть, иногда не ценим или не замечаем, нужно держать ее и поддерживать в хорошем состоянии. Отмыть микроволновку даже от застарелого жирного налета и устойчивых пятен поможет метод уксусной бани. Для этого смешайте в миске воду и 2 столовые ложки 9% уксуса. Если уксус 70%, вначале разбавьте его в правильном соотношении с водой. Ставим смесь в микроволновку, запускаем на максимальной мощности от 3 до 5 минут, в зависимости от степени загрязнения. Затем оставляем попариться еще на 5-10 минут. Протираем печь влажной тряпкой, чтобы удалить грязь и запах уксуса. Да, запах во время уборки будет чувствоваться, но это быстро выветрится как из комнаты, так и из камеры микроволновки, если открыть форточку или окно. Загрязнения после такой бани размокли, но все еще остались. Тогда можно включить печь еще на 10 минут, протереть камеру губкой, смоченной в том же уксусном растворе, присыпанной содой. Уксус поможет отмыть даже самую запущенную микроволновку эффективно и быстро. Единственное, что нужно учесть, если камера СВЧ покрыта эмалью, то такой способ не рекомендуется использовать слишком часто. Якутия – уникальный регион. Наша республика не раз вдохновляла талантливых людей на интересные проекты. И недавно в Якутске состоялась премьера клипа «Дети Алмазного края». Сегодня у нас в гостях наш коллега, тележурналист Виталий Прокопьев. Виталий, доброе утро. Доброе утро. Ваш клип «Дети Алмазного края» буквально за несколько дней набрал более нескольких тысяч просмотров. Расскажите, пожалуйста, кто принимал участие в съемках клипа и о чем он, для тех, кто еще не увидел. Ну, клип мы снимали вот буквально в ноябре, в теплые выходные, вот были единственные теплые выходные. И за эти 2 дня мы успели снять, в общем, наши все съемки. С оператором был Максим Бурцев, тоже вот коллега, журналист, оператор. Вот. Ну, монтажом занимался тоже коллега, как бы, да, Владимир Матананов. В общем, идея была такая: показать Якутию красивой, морозной, наши традиции, обычаи. Мы вставили туда флешмобы какие-то и сами тоже собрали вот моих знакомых хороших,
попросили поучаствовать. И танцевальный ансамбль, самое главное, детский танцевальный ансамбль «Бриллианты Якутии», конечно, без детей никуда. Вот. Вы или журналист, а музыка – это ваше хобби? Да, да, музыка хобби, с 12 лет занимаюсь, вот и до сих пор. Моя отдушина. Скажите, вот в съемках клипа участвовали многие энтузиасты. В качестве танцоров, например, был задействован, как вы сказали, да, детский ансамбль «Бриллианты Якутии». Насколько люди поддерживают такие проекты и в чем была их мотивация? Ну, как ни странно, я думал, что будет сложно найти желающих поучаствовать. Просто вот на энтузиазме, да, вот. Но, тем не менее, такие люди нашлись. Руководитель сразу пошла на контакт, мне просто дали ее номер и все. В общем, мы там договорились, все очень быстро произошло. Обговорили дату, время и место. Место вот было ДК Гагарина, где мы снимали детей. Они как раз в костюме алмазиков были. Вот. Ну и чтобы не морозить их на улице, да, все равно, решили снять в помещении. В общем... А вообще сложно было с людей уговаривать, собирать? Ну, нам не привыкать, сами знаете. Журналисты уговаривают постоянно, договариваются о съемках, поэтому, в принципе, не составило труда. Но были, конечно, какие-то трудности, какие-то там отказы, ну, что уж там. Главное, что все получилось. Песню вы написали в 2018 году, а клип решили снять только в этом. Да. С чем это связано? Но дело в том, что, как сказать, в то время не было возможностей, не было знакомств подходящих, да, чтобы снять клип сразу. А тут пользуешься служебным положением, да? Ну, что-то вроде того. Нет, на самом деле, почему нет? Вот, вспомнил, что песня достаточно неплохая, скоро Новый год, песня про Якутию, это не только что-то какое-то сольное, это, в принципе, я считаю, что это общее дело, общий проект. Вот. Ну, просто пою я. Все. Не, ну это здорово. Почему, допустим, действительно, когда возможности совпадают, когда совсем и с желанием и так далее. А вот в чем основная вот тема песни? Ну, тема в том, что по сюжету, да, парень Саха, да, из прошлого, 200 лет назад, вот он идет по лесу, видит, что-то замечает и обнаруживает, что это портал. Он с опаской туда заходит, и там начинается путешествие во времени, и он попадает в 2021 год. В это время девчонки там рубят дрова, и вот он резко появляется, они с ним знакомятся, да, и начинают ему показывать, что происходит сейчас в городе. Это происходит все в Вердель-парке, мы снимали. В общем, там красиво, и он начинает потом гулять по городу, на площади Орджоникидзе, там смотрит вообще, как изменился Якутск за все это время. Вот. Ну и потом уже и одновременно, да, вот в клипе показываются другие какие-то съемки, другие планы, как люди ездят там на оленях, на буранах, там что-то еще якутское, вот, наши зимние вот эти вот все съемки, планы и так далее. Вот. Ну и суть в том, что этот парень решает в конце остаться в этом времени. Он перевоплощается вот в желтый пуховик, в современного человека, да, и остается в итоге в этом времени, получается. То есть ему настолько понравилось то, какая Якутия сейчас, и он решает остаться здесь. Это что-то похоже на сюжет фильма, где Жан Рено снимался, как они из Средневековья тоже попали и встретились со своей внучкой, да? Ну, по-моему, много таких сюжетов, да, когда попадают из будущего в прошлое или из прошлого в будущее. Отчасти вот фильм «Человек-паук 3. Нет пути домой» меня вдохновил. Серьезно? То есть есть такое что-то? Ну, что-то, какая-то задумка есть, конечно. Ну, вот получилось так, что это скорее путешествие во времени, нежели чем в другую вселенную. А вообще, вот вы сказали, что снимали на улице, это был ноябрь. Сказали, что тепло. А сколько градусов было? Ну, градусов 18-20. Но я очень замерз. Костюм национальный, да, который я вот одолжил у колледжа культуры. Вот, он был тонкий. Да, ну нет, он не летний, но он как с мехом, да, все такое. Но он тонкий, да, вот. И пришлось там одевать кофту, а он еще и так кое-как застегивается. Ну, короче, в этом плане было немножко неудобно. Вот, ну, в принципе, нормально вроде. А какие дальнейшие планы вот в музыкальном творчестве? Что-нибудь планируете? Пока что до лета я ничего не планирую. Летом, ближе вот к весне, вот ближе к лету буду планировать какие-то еще съемки на летнюю какую-нибудь песню. Хочется, опять же, показать уже летнюю Якутию, вот, рассказать тоже какую-то историю, может, это будет история там парня и девушки какая-то летняя, вот. Ну, пока еще не знаю точно, пока думаю.
Ну, мы вам желаем дальнейших успехов, а для наших телезрителей у нас есть сюрприз, потому что по завершению нашей сегодняшней программы вы увидите тот самый клип, посмотрите, оцените и действительно приобщитесь к такому замечательному творчеству. Я думаю, это очень хороший подарок для жителей нашего города, тем более в преддверии Нового года. Но, Виталий, я думаю, что можно от вас пожелание, тем более вы сняли такой замечательный клип нашим жителям республики. Ну, зрителям хотелось бы пожелать никогда не скрывать и не стесняться того, кто вы есть и откуда вы есть, потому что Якутия все-таки реально уникальное место. Все сейчас, особенно вот сейчас, все начинают интересоваться, многие другие страны. Сюда приезжают юристы, то есть туристы. Юристы тоже, думаю, приезжают в качестве туристов. Вот, они приезжают в Оймикон, там купаются и так далее. Испытывают на себе наши крепкие якутские морозы, поэтому не стесняйтесь, будьте горды тем, кто вы есть и откуда вы есть. Большое спасибо вам, Виталий. В общем, друзья, любите свой родной край. Доброе утро, друзья! В эфире передача «Утро Якутии». Мы недавно, буквально пару минут назад, разговаривали с журналистом Виталием Прокопьевым, который снял клип на свою песню «Дети Алмазного края». И сейчас мы бы хотели представить этот клип вашему вниманию. To'g'ri boribdi. Doktor. Когда Бог пролетал над землей, крылья распахнув над нами, Он оказался окутан зимой, в местах, согретых лишь снегами. Вокруг туман и крепкий мороз рисует узоры, и он не понял, как сильно замерз, увидев такие просторы. Пролетая над нами, подарил этот танец, чтобы мы всегда искали эти грани. Но подарив этот танец, он осыпал снегами из алмазов наши края. И с тех пор шли года, мы менялись, но одно лишь осталось неизменным: наше богатство, чтоб никогда не забывали, что тогда нам сказали. Ведь мы дети алмазы, дети алмазного края, дети алмазного края, дети алмазного края. Ведь мы дети алмазного края, дети алмазного края, дети алмазного края. Мы дети алмазы, мы дети алмазы, мы дети алмазы, наши дети. Мы дети алмазы, мы дети алмазы, мы дети, и за нами будущее светит. Мы прошли уже нелегкий путь, когда искали 8 граней, и нас теперь не сломать, не погнуть, ведь мы прочнее стали. С годами мы не забыли слова: дети наши алмазы, и бриллиантами будем сиять. Ведь
мы стали ими не сразу. Бог, пролетая над нами, подарил этот танец, чтобы мы всегда искали эти грани. Но подарив этот танец, он осыпал снегами из алмазов наши края. И с тех пор шли года, мы менялись, но одно лишь осталось неизменным: наше богатство, чтоб никогда не забывали, что тогда нам сказали. Ведь мы дети алмазы, дети алмазного края, дети алмазного края, дети алмазного края. Ведь мы дети алмазного края, дети алмазного края, дети алмазного края. Мы дети алмазы, мы дети алмазы, мы дети алмазы, наши дети. Мы дети алмазы, мы дети алмазы, мы дети, и за нами будущее светит. Очень классный, позитивный, мне кажется, прям, даже сказал бы, новогодний клип. Прям действительно показывает именно о том, что в каком бы ты веке и не жил, если ты попадаешь в Якутию, ты ее полюбишь такой, какая она есть прямо здесь и сейчас. Что даже вот из 1821 года ему захотелось остаться в нашем 2021. Я бы сейчас, может быть, хотел бы попасть в 3000 год, посмотреть хотя бы, Что нас ждет. Да. Друзья, ну а мы сейчас узнаем, какие новости актуальные произошли на данный момент, и поможет нам в этом Кристина Якупова. Правительство направит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплаты бюджетников. Такое распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Отмечу, что в Якутии работает более 30 тысяч работников бюджетной сферы, которые по майским указам не попали в перечень категорий бюджетных служащих: социальные педагоги и медицинские техники. Рост их зарплаты будет увеличен поэтапно в следующем году. С 1 января будет действовать единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Список необходим в первую очередь для того, чтобы люди получали установленные законами льготы и надбавки. Работавшие на Крайнем Севере мужчины могут уходить на пенсию в 60 лет, а женщины в 55 лет. Главное условие – отработать определенное время в подобных местностях: 15 лет для районов Крайнего Севера, 20 лет в приравненных к ним. Якутия получит 2 миллиарда 800 миллионов рублей в ближайшие 2 года на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием из федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что наши дети должны учиться в хороших современных школах, и принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования. Деньги поступят 80 регионам. Важно, чтобы уже сейчас на стадии подготовки ремонта к участию в этом процессе активно привлекались родительские комитеты и учитывались пожелания самих ребят. Ранее глава Якутии Сан Николаев сообщил, что в список попали все заявленные 58 объектов образования республики. 8 лет кропотливой работы. Накануне вышла в свет книга «История Якутии». Инициатором ее создания стал Егор Борисов еще в 2013 году, когда он был главой республики. За это время эксперты провели множество экспедиций, чтобы в точности рассказать об истории региона с древнейших времен до начала 21 века. Научный труд состоит из 3 томов. Его авторы – большой коллектив из числа ведущих ученых не только Якутии, но и других городов страны, в том числе столичные эксперты. Книги изданы тиражом в 9000 экземпляров. Также они доступны в электронном формате. В следующем году мы отмечаем столетний юбилей образования якутской автономии. И в федеральный план подготовки и проведения этих юбилейных мероприятий был включена работа по изданию этой книги научного труда «Фундаментальная история Якутии» в 3 томах. По решению главы республики Арсения Сергеевича Николаева каждая школа республики, независимо от места расположения, а у нас этих школ 641 школа сегодня действует, получит по каждому экземпляру
3 тома истории Якутии. Кроме того, каждая улусная библиотека получит также по экземпляру, и наследные библиотеки будут обеспечены электронными версиями издания истории Якутии. У меня на этом все. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Кристина. Ну а у нас очередное поздравление с днем рождения. Поздравляет дорогого любимого зятя, доктора Терентия Владимировича, старшего лейтенанта российской армии. Желают крепкого, как якутский алмаз, здоровья, успехов в трудной, но благородной работе, профессии защищать Родину, счастья семье с любимой женой Юлией, дочкой Анитой. С пожеланиями родные из села Росолода, Мегина, Кангаласского Луса, Антонина, Константин Яковлевы. Очень приятно, что нас смотрят даже Меги на Кангаласском улусе. Кстати, на днях я узнала, что именно там, в этом улусе, признан самый лучший каток для подготовки. А вот в эти выходные в Москве состоялась грандиозная премьера «Лебединого озера» Татьяны Навки. Масштабное и красочное шоу прошло на арене «Мегаспорт» в Москве и собрало большое количество звезд отечественного шоу-бизнеса. Новая интерпретация легендарного балета Петра Ильича Чайковского на льду была давней мечтой олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которая исполнила роль Одетты. Зрители увидели не только фигурное катание от выдающихся спортсменов, но и шоу артистов в воздухе, трюки акробатов и многое другое. Некоторые звезды российского шоу-бизнеса привели на сказочный праздник своих детей. На такой прекрасной, замечательной ноте мы с вами прощаемся, но прощаемся только до завтра. А завтра мы снова скажем вам доброе утро. Ну и еще раз, конечно, желаем всем отличного настроения в эти подготовительные к Новому году дни.